Шпионская группа «Номатик Октопус» вела слежку в правительственных структурах Таджикистана. На автозаправках Душанбе усилили меры безопасности после недавнего взрыва на АЗС. Последний заключенный иранского происхождения покинул таджикскую тюрьму. Эрдоган заявил о ликвидации лидера ИГИЛ Абу аль-Кураши. Шпионская группа «Номатик Октопус» взломала доступ к сети таджикской телекоммуникационной компании и вела слежку в правительственных структурах посредством компьютеров. Об этом говорится в отчете швейцарской исследовательской группы ProDaft, опубликованном 27 апреля. В нем отмечается, что хакеры с 2020 года вели разведывательную кампанию под названием «Папербук». Целью группы стали высокопоставленные правительственные чиновники, телекоммуникационные службы и важные объекты общественной инфраструктуры. Авторы опубликовали имена некоторых высокопоставленных лиц, которые, возможно, стали жертвами хакерской атаки. В частности, отмечается, что данные могли быть похищены из компьютеров и других устройств Худайора Худайорзода, бывшего министра транспорта, Амирхона Курбонзода, бывшего замглавы Хатлонской области, Саиднахша Рахмонзода, генерал-майор милиции, замминистра внутренних дел Абдул-Азиза Шарифи, заведующего отделом СНГ в исполнительном аппарате президента, Бобишо Холзода, бывшего начальника управления сельского хозяйства и защиты окружающей среды в исполнительном аппарате президента. Киберпреступники использовали Октопус. Это вредоносное программное обеспечение для Windows. Оно маскируется под альтернативную версию мессенджера Telegram и представляет собой инструмент на основе Delphi, который позволяет злоумышленнику шпионить за жертвами, фильтровать конфиденциальные данные и получать доступ к системам сервера. Октопус также может делать снимки экрана, удаленно запускать команды, а также вооружать файлы с зараженного хоста на удаленный сервер. Все это позволяло злоумышленникам напрямую видеть, что пишут владельцы компьютеров и что они делают в своем компьютере. Авторы доклада отмечают, что хакеры могли получить доступ к данным через одну из телекоммуникационных компаний Таджикистана. Название компании, как и некоторые другие данные, в отчете закрашены. В Таджикистане усилили меры противопожарной безопасности на автозаправочных станциях. Об этом сообщает информагентство «Азия Плюс» со ссылкой на жителей Душанбе и окрестных районов. Жители отмечают, что уже несколько дней испытывают трудности с заправкой газовых баллонов, которые используются в быту. По словам источников, так стало после случившегося в пятницу взрыва на АЗС в Душанбе. Официально пока такую информацию никто не подтвердил, но ранее в случаях ЧП на заправках противопожарная служба МВД Таджикистана проводила массовые рейды по правилам хранения топлива на АЗС. Напомним, что в Душанбе 28 апреля на АЗС компании Соро Ойл по улице Барбат произошел сначала пожар, а потом последовал взрыв. Пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности во время перекачки сжиженного газа из автомашины. В результате погибла женщина. Она стояла на балконе квартиры и упала от удара взрывной волны на землю. Медики пытались ее спасти, но травмы оказались несовместимой с жизнью. Как сообщает радио Зоди, случайной жертвой трагического происшествия стала директор общеобразовательной школы номер 30 Джамуата Кангурт Тимур-Малинского района Салтанат Равшанова. Власти Таджикистана освободили последнего заключенного из Ирана. Об этом сообщило иранское информагентство «Фарс» со ссылкой на посла Ирана в Таджикистане Мухаммада Токи Сабири. Агентство пишет, что иранец был помилован президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в честь праздника Ид-аль-Фитр или Иди-Рамазан, который отмечался 21 апреля. Иранец, имя и фамилия которого не называются, уже вернулся на родину. Когда и за какое преступление он был осужден в Таджикистане, не сообщается. Власти Таджикистана об освобождении последнего заключенного, гражданина Ирана, пока не сообщили.
В ходе проведенной накануне операции в Сирии силы безопасности Турции нейтрализовали так называемого лидера террористической организации ИГИЛ Абу Аль-Кураши. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган в совместном эфире телеканалов ТРК Турк, АТВ Ауропа, Европа Д, Европа Старт и Канал 7, передает Анадолу и ТРТ Хабар. По его словам, Национальная разведывательная организация Турции вела наблюдение за главарем террористов на протяжении длительного времени. Президент Эрдоган отметил, что Турция продолжит решительную борьбу с террористическими организациями. Глава государства также коснулся темы роста исламофобии в странах Европы. Расизм, исламофобия и дискриминация стремительно распространяются на Западе, словно раковые клетки, сказал он. Турецкий лидер констатировал, что западные страны все еще не демонстрируют должного уровня противостояния этой угрозе. Он отметил, что число разжигающих ненависть высказываний и нападений на мусульман в мечети в странах Европы также увеличивается. Участились неприглядные акты российских группировок, в том числе поджоги мечети и осквернение священного Корана, сказал в частности Эрдоган.